Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы начинаем очередное заседание Республиканского методического совета школьных библиотекарей. Я все-таки настаиваю на названии школьные библиотекари, не педагоги-библиотекари, для того, чтобы мы могли охватить всю нашу аудиторию профессиональную, и работать со всеми нашими замечательными специалистами республики. Начинаю собрание сегодня я, заместитель председателя Республиканского методического совета Гребченкова Елена Витальевна. Екатерина Владимировна Покуратова, наш председатель, немножко задерживается по объективным причинам, присоединится чуть позже. И в самом начале хотела бы предоставить слово проректору по образовательной деятельности Республиканского института развития образования Габовой Марине Анатольевне с небольшой информацией, и приветствие участников. Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас всех на нашем сегодняшнем собрании. По поручению министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Алексеевны Михальченковой мы каждое заседание РМО начинаем с сообщения о возможности использования ресурсов Российской электронной школы. И вам сегодня тоже я хочу об этом рассказать. Вы можете в поисковике просто набрать «Российская электронная школа», и вы выходите на сайт Российской электронной школы. Давайте посмотрим видеосюжет о Российской электронной школе. И далее я покажу, как и что мы с вами можем на этом сайте найти. РЭШ – это Российская электронная школа, созданная по поручению президента. Это то, что сделает учебу новых технологий проще, удобнее и эффективнее для учителей, для учеников и для их родителей. РЭШ позволит создать единое цифровое образовательное пространство. РЭШ – это современные технологии плюс качественное образование для каждого ребенка, вне зависимости от места проживания. Каковы задачи Российской электронной школы? Повысить качество образования школьников, сделать возможным график индивидуального обучения, помочь учителям освоить методики, помочь родителям заниматься с детьми дома, сделать новые технологии частью образовательного процесса, использовать образовательный потенциал регионов. Российская электронная школа расширяет границы процесса обучения. С РЭШ можно выйти за пределы школьного класса, совершить виртуальное путешествие в музей и побывать на концертах, быть на уроке вместе с родителями, выполнять интерактивные задания, заниматься по индивидуальному графику. Как и в обычной школе, в РЭШ есть контрольные и ставятся оценки. Как составляется программа Российской электронной школы? Уроки проводят лучшие учителя страны. Программа проходит экспертизу Российской академии образования. Для учителей РЭШ – это способ создавать собственные уроки с помощью новейших технологий, а также использовать опыт коллег. База РЭШ – это самая крупная библиотека уроков в России. В ней есть методические материалы и видео, тексты и рисунки, тесты, контрольные, интерактивные задания, фильмы и театральные постановки. С РЭШ учитель может преподавать ученикам, которые не способны посещать занятия, обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку, выявить пробелы в знаниях и быстро восполнить их. Родители школьников часто задаются вопросами, как помочь ребенку справиться с домашним заданием, как грамотно объяснить пропущенный материал. Эти проблемы поможет решить РЭШ, расширяя границы школьного пространства. В РЭШ родители могут заниматься с детьми ровно столько времени, сколько необходимо каждому ученику для усвоения курса по каждому предмету. Электронные тренажеры помогут ребенку лучше усвоить материал, а электронные контрольные покажут родителям, насколько хорошо их дети справляются с программой. Мир не стоит на месте. Новые технологии, новые знания, новые методики. РЭШ – это доступные современные технологии качественного обучения для всех школьников страны. И единые методики обеспечивают преемственность образовательных программ. Учиться в РЭШ интересно не только детям, но и родителям. Вам, как школьным библиотекарям, создателям школьных информационных центров, важно знать, что существуют такие открытые электронные образовательные ресурсы, которые вы можете рекомендовать к использованию и учителям, и ученикам, и родителям. На сегодняшний день мы можем на сайте Российской электронной школы найти ресурсы по различным предметам. Можно сделать выборку по предметам. Посмотрим, например, литература.
В перспективе будут ресурсы по всем годам обучения, по всем классам. На сегодняшний день представлены пока ресурсы для 5-7 классов. Если мы откроем какую-то тему, мы увидим список уроков. Каждый урок содержит видеоматериал и конспект для учителя, упражнения и задачи, которые можно использовать непосредственно в уроке, и проверочные задания. Проверочные задания доступны после регистрации на сайте. Все остальные материалы доступны без регистрации, в открытом доступе находятся. Также можно сделать выборку по классам. Вот, например, для 5 класса доступные ресурсы. Система пополняется постоянно, постепенно. Пока еще не по всем классам ресурсы можно здесь найти, но тем не менее уже достаточно много возможностей вы можете использовать. Например, есть театральные постановки. Можно выбрать ту, которая вас заинтересовала. Вы переходите на сайт Культура.рф, и здесь вы можете познакомиться с трейлером, смотреть непосредственно сам спектакль и интервью с создателями спектакля. Также здесь вы можете перейти и на вкладочку «Литература». Здесь есть подборки для знакомства с различными литературными произведениями. Есть аудиокниги по классам, которые вы также можете рекомендовать обучающимся и учителям. Также информация для родителей. Родитель после того, как зарегистрируется на сайте РЭШ, может смотреть за его успехами. Тут нужен логин и пароль для того, чтобы зайти сюда. И может участвовать в разборе контрольных заданий. Пока контрольные задания еще недоступны, но предполагается, что здесь в скором времени появятся контрольные работы, всероссийские проверочные задания, задания по материалам ЕГЭ. Все это пока в стадии наполнения. В 2019 году система заработает в полную силу. Желаю вам успехов в освоении ресурсов Российской электронной школы. И я передаю слово организаторам сегодняшнего собрания. Спасибо. Спасибо, Мария Анатольевна. Я думаю, что данные ресурсы как раз для создания информационной среды школы, да, во многом, в общем-то, библиотекарям нашим, наверное, тоже могут помочь. Так. Ну, и я напоминаю, что у нас сегодня на... Так, сейчас, секунду. На повестке дня у нас сегодня 2 вопроса. Мы хотели провести предварительный анализ мониторинга школьных библиотек, да, которые проводили по приказу Министерства образования, науки и молодежной политики, и немножко поговорить об образовательно-воспитательной деятельности школьной библиотеки. Так, вот я пытаюсь сейчас понять, посмотреть количество участников, да, и у нас здесь вот онлайн-подключение. Ну, пока мама не вижу, куда у нас делся наш чат. Так. Так, ну и по вопросу анализа мониторинга, да, я пока предоставлю тогда слово Савиной Юлии Анатольевне, заместитель руководителя отдела общего образования и воспитания, да, Министерство образования, науки и молодежной политики. Да, Юлия Анатольевна, наверное, присаживайтесь, сейчас я вам презентацию я попрошу. Наверное, вот, да. Вот так, да. Добрый день, уважаемые коллеги. Если будут коллеги. вопросы по ходу в чате, пишите, да, мы постараемся на них отвечать сразу, да, если возникнут. Так, ну и у коллег присутствующих, которые у нас здесь сегодня тоже в очном формате. Так, если возникают вопросы, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги, которые здесь присутствуют в аудитории и по ту сторону экрана. Сегодня мы с Еленой Витальевной с вами обзорно пройдемся по предварительным итогам мониторинга деятельности школьных библиотек общеобразовательных организаций Республики Коми. Данный мониторинг был проведен в феврале 2018 года в соответствии с приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми от 6 февраля 2018 года номером 65. В мониторинге участвовали 346 общеобразовательных организаций Республики Коми. Направления мониторинга были следующими. Их было всего 7. Они касались вот таких блоков работы. Общие сведения, кадровый состав, фонд библиотеки, техническое оснащение, профессиональное развитие сотрудников библиотеки, планирование и организация работы школьной библиотеки и ваши предложения по развитию деятельности школьных библиотек Республики Коми. В настоящее время мы вместе с Коми Республиканским институтом развития и образования проанализировали данные направления, и вот что у нас получилось. В настоящее время у нас функционирует 329 школьных библиотек, в которых работают 332 сотрудника. По каким должностям, в разрезе каких должностей, об этом расскажет далее Елена Витальевна. Что дальше у нас установлено? В разделе «Общие сведения» предлагалось образовательным организациям заполнить, кроме того, информацию о том, имеется ли на официальном сайте образовательной организации раздел, либо привязан официальный сайт «Школьная библиотека». По итогам мониторинга установлено, что только 34% общеобразовательных организаций Республики Коми на официальных сайтах имеют раздел «Школьная библиотека», либо у них разработан сайт «Школьная библиотека». В то же время по представленной информации министерством была проведена выборочная проверка всех муниципальных образований и государственных организаций. Только единственное хочу отметить, что проверка проводилась методом случайной выборки. Из каждого муниципалитета выбиралось 3 образовательные организации, и сведения, которые не указали во вкладке «Общие сведения», проверялись на полноту и актуальность данных, которые были указаны в мониторинге. По результатам установлено, что информацию, которая соответствует данным мониторинга и на официальных сайтах учреждений, полностью соответствует у Усть-Цилимского района, Усть-Вымского и Кайгородского. Единичные случаи были несоответствия информации. Это единичные: Сыктывкар, Воркута, Инта, Ухта, Княжпогост, Карткировский, Сыктывдинский и Ударский районы, а остальные муниципалитеты, информация остальных муниципалитетов нуждается в более детальной проработке данного вопроса. Таким образом, на сегодняшний день, если там, получается, есть у нас школьные библиотекари, либо руководители, либо методисты управления образования, да, прошу обратить внимание на корректность данных, отображенных в разделах сайт «Школьная библиотека». Следующее. По фонду библиотеки. По данным мониторинга установлено, что 99% обучающихся являются читателями школьных библиотек. Хотя вот данная информация тоже немножечко есть со знаком вопроса, потому что в любом случае каждому обучающемуся, который приходит в образовательную организацию, в обязательном порядке выдаются учебники и необходимые учебные пособия, и, соответственно, у нас не может быть таких детей, которые не получили учебные пособия, либо учебники. А если им по формуляру уже выданы учебные пособия, соответственно, они являются уже читателями школьных библиотек. Далее, что касается общего фонда библиотек. Посмотрите, общий фонд составляет более 5 миллионов экземпляров. Причем распределение фонда по учебной и художественной литературе, которая находится в фондах, примерно, посмотрите, одинаковое. Учебная литература у нас 53,6%, а фонд художественной литературы составляет 46,4%. Причем в то же время, если посмотреть, каким образом обновляется фонд той и другой литературы, то, конечно же, здесь значительные успехи в обновлении фонда учебной литературы. Получается, что у нас ежегодно увеличивается с лишним на 260 тысяч экземпляров, пополняются образовательные организации Республики Коми новыми учебниками ежегодно, да?
А вот фонд художественной литературы, здесь уже обновление идет несколько с более такими замедленными позициями, но это мы понимаем, с чем связано. И ежегодно примерно образовательные организации Республики Коми увеличивают фонд художественной литературы на 20 тысяч экземпляров. Кроме того, школьные библиотеки используют, вы видите на слайде, электронные образовательные ресурсы. Далее был задан такой вопрос: кто принимает участие в формировании школьного заказа на учебную литературу? Получается, что в 50% случаев формируют заказ школьные библиотекари, в 27% случаев школьный заказ на учебную литературу формируется вместе с администрацией общеобразовательной организации. 23,5% общеобразовательных организаций вообще не указали вариант формирования школьного заказа учебников. Конечно, уважаемые коллеги, это говорит о том, по каким предметным линиям идет данная образовательная организация, необходимо прорабатывать этот вопрос на школьных методических объединениях, обязательно с заместителями руководителей, да, и директорами образовательных организаций, чтобы не получилось таких случаев, когда численность обучающихся растет, но в то же время оперативно отреагировать на то, что не хватает учебной литературы, когда вы по одному и тому же учебному предмету выбираете несколько предметных линий, нет возможности. Далее. Частично приняты локальные нормативные акты у образовательных организаций, которые регламентируют порядок формирования заказа учебников. Хотя такие локальные нормативные акты, конечно же, должны быть. Следующее. Техническое оснащение. Доступ к сети интернет именно самих школьных библиотек, тут предметный вопрос, обеспечен более чем в 50% случаев. Скорость интернета, мы видим, она разная, от 128 килобит до 10 мегабит в секунду. Зависит от возможности каждой общеобразовательной организации индивидуально. 32% школьных библиотек обеспечены техническим оборудованием для участников образовательных отношений. Это означает, что в 32% школьных библиотек имеются компьютеры, техника для печати и сканирования, да, на которой педагоги либо обучающиеся могут воспользоваться, которыми этими средствами могут воспользоваться, и их используют для решения целей образовательного процесса. Что касается площади школьных библиотек, то мы видим, что преимущественно общая площадь школьных библиотек составляет, вот вы видите, от 35-34 квадратных метров до 45-55 квадратных метров. Конечно же, это обусловлено тем, каким архитектурно-планировочные решения школы, да, на сегодняшний день есть. Далее, в то же время у нас есть такие библиотеки, в которых максимальная площадь 200 квадратных метров, и есть такие библиотеки, в которых площадь составляет всего лишь 7 квадратных метров. Их немного, но они есть. В то же время было указано, что некоторые школьные библиотеки имеют площади буквально до 500 квадратных метров, но я думаю, что эти данные некорректны, потому что такие навряд ли есть на самом деле такие образовательные организации. Да, это надо смотреть. Далее. Рабочее место библиотекаря. Посмотрите, персональный компьютер библиотекаря имеется у 80% школьных библиотек. Оснащение рабочего места АРМом полностью, это имеется в виду персональный компьютер и наличие МФУ, либо принтера и сканера, имеется только, видите, чуть больше, чем у 25% школьных библиотек. Есть автоматизированная библиотечная система. Ее не часто, но образовательные организации используют. Каких видов вы видите это на слайде. И наши результаты мониторинга, для чего мы проводили его, да, в первую очередь, они позволят нам оценить текущее состояние школьных библиотек Республики Коми, выявить лучшие практики организации деятельности школьных библиотек и определить потенциал развития школьных библиотек республики в целях реализации концепции развития школьных информационно-библиотечных центров на территории Республики Коми.
Вы все прекрасно знаете, что эта концепция была утверждена на уровне Российской Федерации еще в 2015 году, и уже частично на территории нашей республики есть определенные шаги в реализации подходов данной концепции, но, конечно же, они нуждаются в том, чтобы увеличивать потенциал, да, реализации данной концепции и развивать новые задачи, которые перед собой ставит сегодня современный этап развития школьных библиотек. Конечно же, коллеги, в первую очередь мы с вами должны выделять сегодня зоны школьных библиотек. Их всего получается 6 зон. По данным мониторинга я немножко обзорно пройдусь. На сегодняшний день что у нас есть? Зона получения информации на различных типах носителей. Читальный зал, совмещенный с медиатекой, имеется в 37 школьных библиотеках, да, из 329. Зону доступа к сети интернет, где посетители могут свободно разместиться и использовать компьютеры библиотеки, есть в 40 школьных библиотеках. Возможность использования собственного устройства подключения Wi-Fi есть, получается, в 26 школьных библиотеках. Также в 10% школ есть зона доступа к государственным информационным ресурсам. Также есть зона сохранения и распространения культурного наследия. Здесь очень большой такой процент, это 65% школьных библиотек. И незначительная зона есть проектно-исследовательской и коллективной метапредметной деятельности со свободной гибкой организацией пространства и средствами поддержки коллективной работы. И зона для проведения мероприятий гражданско-патриотической направленности есть в 33% школьных библиотек. На сегодняшний день наши библиотеки используют еще электронные образовательные ресурсы Национальной электронной библиотеки и иных библиотек. И 2041 обучающийся является, по данным мониторинга, посетителем электронных библиотек. На сегодняшний день, коллеги, вот такие у меня обзорные данные. Конечно же, да, они еще не все, это частично. И далее я хочу передать слово Гребченковой Елене Витальевне, и потом, если будут какие-то вопросы, уже думаю потом, потому что у нас это, в принципе, одно выступление. Спасибо. Еще часть данных по мониторингу, сейчас, секундочку, включусь. Мы понимаем, да, что мы выявляем проблемные зоны здесь. Чтобы нам видеть общую картину, да, что у нас происходит со школьными библиотеками в республике, поэтому на основе этого будем делать анализ, да, и думать, как мы дальше можем реализовывать концепцию школьных библиотек на территории нашей республики. Так, у нас спрятали мою презентацию. Так, ну, еще часть данных, да, которые вот успели проанализировать на данный момент. Ну, ту картину, которую, наверное, мы, в принципе, в основном большинство из нас представляем, да, но вот для уточнения данных, да, для того, чтобы мы могли в дальнейшем работать и планировать нашу работу, да, что у нас получилось, да, и по пункту, например, кадровый состав библиотек, да, образовательных организаций Республики Коми. На данный момент у нас большинство специалистов в школьных библиотеках работают по должности библиотекарь. В должность педагог-библиотекарь работает всего 71 специалист, это 21% от всех школьных библиотекарей республики. И в должности заведующей библиотекаря у нас работает 28% специалистов. Ну вот еще у нас появилась такая графа, как иное, пытаюсь сейчас понять, да, что эта графа под собой подразумевает и что это у нас за должность в отдельных библиотеках. Понимаем, да, что не во всех библиотеках у нас есть полные ставки школьных библиотекарей. Возможно, с этим тоже цифры связаны. Должность педагог-библиотекарь, да, которая у нас была введена в 2011 году,
на данный момент действует у нас не во всех муниципалитетах. Да, есть муниципалитеты, которые не стали на эту должность переходить. Ну, мы здесь понимаем объективные причины, да, с этим связанные. И, в общем-то, это выбор каждого муниципалитета, это выбор образовательной организации, руководства образовательной организации. Есть муниципалитеты, как я уже сказала, да, где у нас эта должность не действует. Есть муниципалитеты, которые, в общем-то, ввели ее практически для всех своих специалистов, да, такие как Каркеровский район, Инжемский район, много специалистов в Сысоевском районе, в Сыктывкаре, в Воркуте. Ну, мы стараемся все-таки, да, когда проводим курсы, наши мероприятия, не разделять наших специалистов, да, школьных библиотек и, в общем-то, охватывать всех работников, несмотря на то, что там должностные, понятно, где-то у нас инструкции все равно будут расходиться, да, но работаем мы все равно и понимаем, что работаем мы на одной и той же задаче, по большому счету, несмотря на то, какая должность у нас при этом введена. По уровню образования у нас, в общем-то, почти половина специалистов имеет высшее образование. Вот вызвал вопрос, да, вот такой показатель, что у нас без профессионального образования 24% специалистов. Посмотреть, если она проанализировала, да, мониторинг, который у нас результаты пришли, в общем-то, очень хочется обратить внимание, коллеги, на тот момент, что понятие должность и специальность специалисты все-таки отличаются, да, и вот некоторая путаница в этих понятиях, видимо, возникла, да, или должность, по которой человек работает, или специальность, которую он имеет. И некоторые цифры у нас небольшая погрешность, вот, наверное, с этим связанная тоже присутствует. Так, ну, на данный момент у нас всего 25% специалистов имеют библиотечное образование. На что хотелось бы обратить внимание, конечно, ну и, наверное, это нам работа на будущее, и мы будем понимать о том, что нам нужно те же курсы повышения квалификации, да, те же какие-то семинары, возможно, проводить для остальных специалистов, для того, чтобы мы именно библиотечный блок, вот это, да, библиотечной грамотности могли у наших специалистов повышать. Примерно половина специалистов, да, 43% у нас имеют педагогическое образование. И, в общем-то, это, наверное, хорошо, да. Есть специалисты, которые не указали свою специальность или сказали о том, что у нас нет, есть специалисты, которые не имеют профессионального совсем образования, да. И примерно 20% специалистов у нас работают в школьных библиотеках с специальностями, которые, ну, вот, не имеют отношения к педагогике, к сожалению, не имеют отношения библиотечной деятельности, да, они очень разнообразны, да, от агрономов, лаборантов, киномехаников, историков, медсестер, да, и так далее. Ну, не хочется обидеть специалистов, я понимаю, что люди, проработавшие в этой должности достаточно большое время, в общем-то, успели накопить какой-то опыт, да, но, опять же, нам для анализа, для нашей работы, да, мы будем понимать, что нам нужны вот какие-то компетенции, которые необходимы для работы в школьной библиотеке, в общем-то, каким-то образом разбивать, да, и поднимать наших специалистов. И над этим, наверное, нам надо будет работать. К сожалению, да, у нас, в общем-то, еще один показатель, про который мы тоже давно говорим, в общем-то, в принципе, и так знаем, примерно больше половины, наверное, специалистов у нас имеют возраст уже старше 50 лет, причем среди них много как раз именно тех специалистов, которые имеют специальное образование, библиотечное, библиографическое, да, и приток молодых специалистов у нас, конечно, вот за последние годы незначительный, да, всего 7%, из них немногие имеют специальное образование библиотекаря, и, в общем-то, эту кадровую проблему мы, конечно, тоже понимаем, но это специфика, видимо, и региона нашего, это специфика образовательных организаций. Я думаю, что нам просто с этим нужно будет каким-то образом работать, да, с нашими специалистами, чтобы эти проблемы решать. Ну, если говорить о стаже работы в должности библиотекаря, у нас очень много специалистов, которые в должности библиотекаря работают менее 5 лет, да, в том числе в школьной библиотеке примерно половина специалистов работают менее 5 лет, это все-таки определенная специфика. Ну, и в то же время точки роста, наверное. Так. И вот среди этого числа, да, у нас примерно 15% специалистов тоже в возрасте старше 50 лет. Со специальным библиографическим образованием и опытом работы в библиотеке у нас на данный момент, в принципе, всего 3% специалистов. Показатель такой немножко, да, настораживающий. Ну, то, что по стажу работы в школьной библиотеке, да, здесь тоже могу повториться, в общем-то, те же самые цифры. Разница между работой в школьной библиотеке и просто общим библиографическим стажем библиотечным, да, она не очень большая, но, так, видимо, специалисты в основном все-таки большую часть
школьной библиотеки проработали. Ну, после введения, понятно, должности, да, педагог-библиотекарь, понадобилось какое-то время, чтобы мы смогли организовать возможность аттестации педагогов-библиотекарей. На данный момент у нас примерно 10% специалистов защитились на первую квалификационную категорию. Очень ждем, да, что будут появляться теперь у нас заявки и подаваться заявления на аттестацию на высшую квалификационную категорию. На соответственно занимаемые должности среди педагогов-библиотекарей, да, мы имеем в виду, у нас примерно 90% на данный момент специалистов. Ну, я так думаю, что, учитывая потенциал наш, да, в общем-то, нужно заниматься, да, повышением и повышать свою аттестационную категорию, да, привлекая, в общем, просто к этому вас призываю. Давайте хотя бы на первую категорию будем сейчас уже начинать защищаться. В общем-то, аттестация действует у нас уже в течение нескольких лет. Так, если мы говорим о курсах повышения квалификации, да, то у нас на данный момент вот получается такая картина, да, примерно половина специалистов школьных библиотек у нас не проходили повышение квалификации. Только треть из этих специалистов при этом, да, у нас планируют проходить повышение квалификации вот в ближайшие 2-3 года. Остальная половина, понятно, та, что повышение квалификации проходило в течение последних 5 лет. Фактор тоже такой достаточно важный, учитывая, какую роль сейчас придает, да, формированию информационно-библиотечных центров. Думаю, что повышением квалификации нам все-таки придется заниматься и, в общем-то, использовать здесь не только и курсы наши повышения квалификации, наверное, будем проводить семинары какие-то, попробуем, может быть, систему дистанционного образования разработать, да, в ближайшее время, чтобы, в общем-то, как можно больше наших специалистов могли этой возможностью воспользоваться. Если еще один из блоков, да, который мы рассматривали, да, это профессиональное развитие наших педагогов-библиотекарей и наших школьных библиотекарей. Ну, здесь можно отметить, да, что, конечно, на уровне образовательной организации, на уровне муниципалитетов, ну, в общем-то, мы и так это знаем, да, наши библиотекари достаточно активно участвуют в различных мероприятиях, педагогических, методических советах, семинарах. Ну вот, как правило, да, на уровне образовательной организации и муниципалитета у нас это все устанавливается. На уровне республики, да, активность участия в мероприятиях у нас намного меньше, всего 22%, да, указали о том, что они в качестве слушателей, да, только участвуют в республиканских мероприятиях, только 2 с небольшим процента участвуют с представлением своего опыта на подобных мероприятиях. На всероссийский уровень пока, к сожалению, да, мы не вышли, хотя у нас сейчас начинают появляться такие возможности. В общем-то, надо этим пользоваться. Если говорить об участии в конференциях и форумах, у нас, ну, тоже картина примерно такая же получается. Да? То есть, если на уровне муниципалитета, да, у нас еще какое-то участие здесь прослеживается, да, порядка 30% библиотекарей школьных участвуют в мероприятиях, то на уровне на республиканском всего 14%, на федеральном 2,5%. В качестве слушателей, да, в качестве со своими выступлениями, докладами, в общем, представлением собственного опыта еще меньше показателей. Мы понимаем, что здесь, наверное, проблема и в площадках, да, и возможностях, где можно представить свой опыт, поэтому мы вот планируем, да, в общем-то, в этом направлении работать и возможности такие все-таки предоставлять. Да, в массовые какие-то крупные мероприятия школьных библиотекарей все-таки тоже будем привлекать. Возможно, заочные какие-то запланируем. И ждем от вас здесь предложений, да, потому что, в общем-то, ваше видение в данном случае тоже очень важно. Уже об этом не один раз говорила, да, вы можете и напрямую выходить, свои предложения написать, и, наверное, на площадке РМО это тоже можно сделать, да, на открытом образовательном портале. Потому что ваши предложения, в общем-то, мы их рассматривали, да, они у нас тоже в мониторинге есть, в общем-то, мы их будем учитывать и постараемся, конечно, такие возможности создать. Привлечь ресурсы национальной библиотеки, библиотеки имени Маршака, ведь они тоже, в общем-то, с удовольствием принимают вас, да, с вашим опытом, представлением вашего опыта. Так, ну, немножко получше у нас тут участие в конкурсах, да, потому что мы все-таки стараемся участвовать. Так. Быстро пробегусь, чтобы время не задерживать. Да? Вот с обобщением опыта в письменной форме. У нас тоже тут, конечно, проблемы пока есть, и мы это видим, да, то, что опыт, в общем-то, в большинстве случаев практически не обобщается в таком виде.
Хотя, еще раз тоже повторюсь, уже неоднократно об этом говорила, да, у нас есть для этого площадка, у нас есть площадка РМО, мы ждем ваших методических разработок, если вы считаете, что они хорошие и, в общем-то, стоят того, да, мы их можем размещать на нашей площадке, естественно, потребует это какое-то времени, да, потому что отсмотреть нужно специалистов, их у нас, которые этим занимаются, не так много, поэтому занимает какое-то время, да, но в течение какого-то периода мы все равно эти материалы будем размещать. Поэтому, если вы в этом заинтересованы, особенно те, кто желает аттестоваться, да, и собирается аттестоваться, пожалуйста, обращайтесь. Да, пишите, звоните. В общем-то, мы будем рассматривать такие возможности, чтобы и у вас тоже они были. Ну, вот опыт, да, который у нас показывает опыт обобщения в форме открытых занятий, каких-то мастер-классов. Тоже у нас пока небольшой, к сожалению, да, 85% специалистов у нас его не обобщают никаким образом, а это бы надо нам, да, в общем-то, и видеть вас очень хочется, да, и ваш опыт, чтобы мы его могли тоже о нем говорить, да, каким-то образом. Ну, в инновационных площадках, к сожалению, да, у нас пока тоже не так много участников. Ну, большинство специалистов, примерно половина, нам говорят, что они участвуют в проектной, исследовательской, научно-экспертной какой-то деятельности на уровне образовательной организации. Это хорошо, да, и на уровне муниципалитета тоже показатели, в общем-то, около 30%. Хотелось бы этот опыт видеть, конечно, и на уровне республики, и, в общем-то, представлять вас на всероссийском каком-то уровне. Показатель участия в профессиональных сообществах, да, 50% на муниципальном уровне. Мы знаем, что у нас даже не во всех муниципалитетах, да, есть методические объединения, школьные библиотекари, мы это понимаем. Но вот на республиканском уровне, да, 11% на данный момент, коллеги, ну хотя бы в РМО, который у нас сейчас есть, открыто действует, давайте все-таки будем вступать. Да, и, в общем-то, более активно, может быть, иногда нам надо где-то тоже ваша помощь, да, для того, чтобы активность эту повысить. Ну, буквально вскользь, да, то, что какие вопросы у нас были по планированию организации работы библиотеки, да, что мы увидели. Ну, большинство наших библиотек все-таки работают по плану, эти планы включены в общешкольный план, и это хорошо. Хотелось бы еще, в общем-то, это тоже материал где-то у нас увидеть. Мы так предполагаем, есть школы, у которых есть собственные программы развития школьных библиотек, и, наверное, это нам как раз повод. Вот когда проводили конкурс «Инноватика», да, в образовании был последний из конкурса, да, там ведь была площадка для школьных библиотекарей. Материала, кстати, туда поступило очень мало, да, хотя мы вот заявляем, да, о том, что мы программы развития у нас есть, и внеклассные мероприятия мы проводим, и мероприятий проводим очень много, да, но, к сожалению, вот когда даже есть такие возможности, да, можно было поучаствовать, материала было представлено не очень много. Да, вот на это тоже хочется обратить внимание. Ну, внеурочная деятельность, в общем-то, мы понимаем, что на базе школьных библиотек, конечно, проводится, к сожалению, в половине случаев это в основном единичные мероприятия. Но, в общем-то, есть и образовательные организации, где у нас внеурочная деятельность реализуется именно на базе школьной библиотеки. Да, проводятся курсы внеурочной деятельности, есть программы дополнительного образования, тематика у них и в том и в другом случае, в общем-то, похожа. Да, это, конечно, в первую очередь популяризация чтения, развитие читательской компетенции, информационной грамотности. Да, курсы информационной грамотности у нас в нескольких образовательных организациях проводятся. Это профориентационная работа и творческая работа. Я думаю, что нам, наверное, вот по внеурочной деятельности на базе школьных библиотек, мы уже себе вот отметили, да, с Юлией Анатольевной, что нужно будет, наверное, запланировать специально отдельно какой-то вебинар или семинар. Да, и если есть в этом направлении у вас какие-то вопросы, вы их пишите, чтобы мы тогда свою работу это могли спланировать вот с учетом ваших пожеланий. И, ну, по планированию работы еще вот такие небольшие цифры, что у нас получилось, да. Понятно, что там, где есть библиотеки, да, большинство ресурсов библиотек в 73% случаев привлекаются к разработке учебных проектов, в 80% проводятся мероприятия воспитательного характера, гражданско-патриотической направленности. Привлекаются библиотеки, примерно половине случаев, да, привлекаются библиотеки Минкультуры, это одно из направлений, на которое сейчас Министерство образования тоже очень большое внимание обращает, да, и в этом направлении нам тоже нужно будет работать. Хорошо, что это вот уже, в общем-то, отражено в ваших результатах. Так, и вот еще один показатель, на который тоже хотелось бы очень обратить внимание, в связи с чем, да, 65% опрашиваемых, да, говорят о том, что организуют взаимодействие с родителями, обучающихся по развитию читательской грамотности и информационной культуры. Так как мы планируем, да, в ближайшее время, наверное, запустить, не знаю, может быть, вторую половину мая где-то, да, конкурс для школьных библиотекарей, в этом году мы его вот в рамках
проект это вот тоже читающие мамы, например, да, мы планировали как раз по направлению взаимодействия с родителями, да, и по развитию читательской грамотности и оказанию помощи родителям. Да, поэтому вот заранее, да, немножко так забегая вперед, чтобы могли уже думать, обсуждать, да, раз 65% заявляют о том, что они этой работой занимаются, значит, мы ожидаем достаточно большого количества работ в этом направлении на нашем конкурсе. Да, очень хотелось бы их увидеть, да, и представить потом коллегам. Так, ну и буквально 2 слова, да, здесь очень глубокий анализ пока тоже не делали. Понятно, да, что у нас школьные библиотеки, особенно сельских школ, особенно которые малокомплектные, работают неполный рабочий день, да, и при учете вот наших каких-то мероприятий мы, конечно, тоже будем об этом смотреть, думать и говорить, да, то есть федеральный стандарт обязует нас, да, обеспечить ребенка доступом к информации в полном объеме, да, и, в общем-то, это, конечно, тоже, наверное, проблема. Если городские школы у нас работают, конечно, практически полный рабочий день, и, в общем-то, доступ у обучающихся в них есть постоянно, то вот с сельскими, особенно малокомплектными, у нас, конечно, эта проблема есть. Как организовать работу, да, с учетом вот такого рабочего дня, наверное, это тоже вопрос для обсуждения отдельного. Возможно, нам, да, на будущее, в общем-то, нужно будет посмотреть. Так, вот то, что несколько слов у нас было по поводу мониторинга. Полный анализ мониторинга, когда появится, наверное, мы его тоже, да, он появится, наверное, на сайте министерства, появится на сайте института, да, подписанный уже, когда на уровне Министерства образования, да, с ним можно будет ознакомиться. Так, вот хотелось бы посмотреть, через секундочку, буквально я пытаюсь найти и посмотреть, что у нас происходит. Что подключение мне сказали, что у нас есть. Хотела бы, может быть, появились какие-то вопросы в чате. Да, вот они вот здесь есть. Так, не вижу количество участников. Так, попробуем открыть чат. Не то. Пока не могу увидеть. Почему-то наш сайт мне не показывает. Если у нас вопросы, так, сейчас еще раз перепроверю, посмотрю. Так. Сейчас специалистов позвоню, почему-то чат у меня не открывается здесь, чтобы я его могла посмотреть, хотя должен, по идее. Так, нет, это не то. Так, есть, добрый день, нет, вот есть. Вопросов пока не вижу. Да, вот вижу подключение. Было 18, перед этим мне специалисты говорили. Так, ну и я тогда, пока вы думаете, обсуждаете, смотрите, может быть, если есть вопросы, да, пишите. Будем отвечать, да. Юлия Анатольевна, да? Да, еще я несколько хотела слов, небольшую буквально, ремарку, простите. Да. Увлеклась. Несколько слов. Уважаемые коллеги, хотелось бы отметить, и чтобы вы обратились за опытом работы к следующим образовательным организациям. Средняя школа номер 10 города Инты. Мамонова Нина Ивановна, да, уже да, говорите, знают, да. Гуманитарно-педагогический лицей города Ухты и Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 1, Сыктывдинский район. У меня очень большая просьба обратиться на сайт данных образовательных организаций, на сайты данных школьных библиотек, вот этих учреждений, да, и посмотреть, каким образом сегодня на современном этапе должна быть наполнена деятельность школьной библиотеки, потому что, так, что тут появляются окна, потому что как раз вот эти представленные организации отражают полностью цели развития школьных библиотек, которые сегодня стоят на повестке дня. И хотелось бы их поблагодарить за то, что у них есть люди и при поддержке руководства, администрации данных образовательных организаций, да, помогают этим людям развиваться, усовершенствоваться и направляют все усилия на то, чтобы участники образовательных отношений были полностью информированы в данном вопросе и максимально
они участвовали в тех мероприятиях, которые предлагает образовательная организация в развитии и поддержке детского чтения, использования электронных образовательных ресурсов, да, и какую помощь они могут оказать педагогическим работникам школы. Вот это спасибо, коллеги, за вот эту такую ремарку. Хотелось бы, чтобы все-таки на сайтах образовательных организаций, ну хотя бы раздел библиотека, да, хотя бы страничка. Да. Понятно, что собственный сайт вести, ну, хотя вот, ну, если есть желание, да, специалисты же этим занимаются, но хотя бы страничка школьной библиотеки у нас все-таки присутствовала, да, с необходимой информацией, которая здесь, в общем-то, должна быть. Так, ну и я сейчас, наверное, хочу слово представить. Да, я сейчас Можно вот сюда приглашу? я хочу просто тоже какие-то комментарии. Так, подошел наш председатель, да, Екатерина Владимировна Прокуратова. Как раз спрошу, вот выделили, да, 3 учебных заведения, мне просто интересно, я, можно сказать, со стороны так наблюдая, как преподаватель университета, мы тоже занимались определенным мониторингом вместе со студенткой своей. Она работает в Эжинском районе, как раз таки заведует школьной библиотекой, и я немножко тоже изнутри знаю ситуацию. Хорошо, когда есть те школы, в которых работа библиотека налажена, ну, замечательно, да, вот 3 учебных заведения были названы. Но мы знаем, что есть школы, библиотеки, которые находятся в крайне плачевном состоянии. И во многом это, наверное, в том числе и техническое оснащение. Да, мы сегодня Да, говорили, да, как раз я слушала, вот планируется ли денежное вливание, потому что в модернизацию школьных библиотек без этого, наверное, иногда сложно себе представить, что там мы повысим квалификацию сотрудника, пусть он там получит образование, но если материальная база будет оставаться в таком же плачевном состоянии, наверное, дети не придут в такую библиотеку, современный ребенок не придет в такую библиотеку. Но сегодня как раз, получается, принята государственная программа Российской Федерации развития образования. Раньше она называлась ЦПРО, да? Потом она в конце декабря изменила свое название. И там как раз предусмотрены в системе общего образования конкурсные мероприятия, в том числе направленные на поддержку детского чтения. И сегодня получить такую грантовую поддержку можно только на условиях конкурсного отбора от Российской Федерации, и данные денежные средства это около 1 миллиона рублей, то есть можно где-то каким-то образом переоснастить свое учебное пространство. И плюс, конечно, мы понимаем, что сегодня стоят очень много задач перед школой, это в первую очередь обеспечение санитарно-эпидемиологических, противопожарных, санитарных норм, но в то же время, если подходить к этому с долгосрочной перспективой и вот четко выделить поэтапно, что мы будем делать в первую очередь, что там через 2 года, то в любом случае, вы знаете, можно добиться определенных успехов. Конечно, мы не сможем, допустим, взять и изменить кардинально образ школьной библиотеки, но определенные зоны мы можем создать. И вот когда мы принимали участие в феврале, мы там ездили в город Москву на семинар по развитию информационно-библиотечных центров, либо школьных библиотек, и там как раз используют, знаете, какую зону, когда библиотека выходит за рамки того помещения, которое есть в данной образовательной организации, и используют рекреации школьные, да, то есть и вот там приобретают мягкие модули, используют различные такие уголки, да, потому что, в принципе, площадь маленькая библиотека. И нам показывали учреждения абсолютно разные. Конечно, мы не можем сравниться с вновь построенной школой, да, тут бесспорно никто и не говорит о том, что нам нужно сравниться. Но и показывали в том числе, когда участвовали в реализации федеральной целевой программы развития образования ранее, да, по мероприятиям, получали грантовую поддержку. И вы знаете, полностью модернизировали свое пространство, даже вот в небольших помещениях находили обустройство вот этих небольших зон. Если у них не получается 6 зон, то у них, допустим, целенаправленно работают, 2 зоны определяют, а другие где-то там вот выносят. То есть тут, вы знаете, тут только такая предметная работа, и сказать, что вот мы вот вам дадим, ну, вот деньги, и все сразу изменится,
Так, тут так не скажешь. Никакой республиканской программы нет, теперь только это грантовские, да? Вот Да. эти, А правильно? сегодня есть республиканская программа развития образования, и по данной программе развития образования в образовательные организации направляются средства субвенции, которые составляют из двух частей: из средств заработной платы и на приобретение учебных пособий, повышение квалификации, То есть обновление содержания. Это оттуда, если школа Да, сможет. если оттуда саккумулировать сможет, то есть в любом случае на сегодня это делается очень много для того, чтобы и пополнялся учебный фонд, есть централизованный заказ министерства. Но взять и вот в одночасье все изменить, то только такая... Потому что иногда наблюдаешь такие библиотеки, которые в 19 веке, наверное, такие были, к сожалению. Ну вот мы Да. поэтому и начинаем работу, да, в том, чтобы обратить внимание вообще пространству библиотек, что их нужно обновлять. Сюда? Вот так. Сейчас я попробую найти. У вас тоже мониторинг, да? Да, у меня не мониторинг, я немножко про компетенции. Мгм. Так. Ну, могу найти. Не открыли сразу. Так. Хорошо. Откроем. Так, это мы, наверное, вот отсюда начнем. Ну вот сегодня наши сообщения, конечно, перекликаются, да, то, что уже говорили выше. Я тоже для себя отметила, что у нас только 25% школьных библиотекарей, да, работников школьных библиотек имеют специальное библиотечное образование. И, наверное, это было F5, да, нажать, Елена Витальевна? Вы хотите, что? Покрупнее, чтобы было. Да. Вот, имеет, значит, 25% специальное образование. Но я хочу сказать, что, конечно, вот сегодня это не только ориентация на курсы повышения квалификации, да, для того, чтобы получить библиотечное образование. Сыктывкарский государственный университет готовит специалистов в области библиотечной информационной деятельности. И вот последние годы мы как раз-таки нацелены на заочников. С 2014 года и по сегодняшний день мы практически ежегодно набираем заочные группы. И, конечно же, вот мы призываем всех специалистов, работающих в школьных библиотеках, не имеющих специального образования, обратить внимание на то, что таким образом можно изменить ситуацию. Вот, оценивая то, кого мы сейчас обучаем, получается, что у нас только 3 человека из школьных библиотек пришли в университет получать специальное библиотечное образование. Да, со школьных библиотек вот, ежегодно мы набираем там, группы до 20 человек. И по большей части это специалисты, которые работают в библиотеках муниципальных, да, национальных, муниципальных, а школьные библиотеки как-то вот остаются в стороне. Но мы, конечно, понимаем, что сегодня требуется новый взгляд, новый подход на систему библиотек, на систему библиотечного образования. Но вот сегодня уже звучал вот этот компетентностный подход. Я в несколько слов опять-таки скажу, какие требования предъявляются к современным библиотекарям, работающим в школьных библиотеках, какие требования предъявляются, да, к кадрам, да, прежде всего. Ну вот, не секрет, что уже на протяжении многих лет мы работаем с ориентацией на компетентностный подход. Это касается и школы, это касается и вуза. И в том числе вот компетентностный подход, он применим, конечно же, и к специалистам, работающим в библиотеках, к специалистам, которые получают высшее библиотечное образование. Вот, и компетентностный подход – это результат поиска новых путей по модернизации образования. Вот, я посчитала нужным вот, обозначить, какие компетенции сегодня требуются от специалистов, не только работающих в библиотеках, а в целом работающих в разных сферах. Это, собственно, те 10 компетенций, которые будут востребованы к 2020 году. Это данные Всемирного экономического форума. Собственно, вот на эти компетенции мы можем ориентироваться здесь у себя в России.
И эти, собственно, вот компетенции, они распространяются и на мировое, наверное, сообщество. Вот если пробежаться по этим 10 компетенциям, то мы видим, что они идут по вот такой вот, выстроены по такой системе. На верхних позициях нарисованы те компетенции, которые наиболее востребованы, чем вот ниже мы с вами будем двигаться, по нисходящей, как бы они вот располагаются. И вот посмотрите, можно обратить внимание, умение решать сложные задачи 52%, да, вот приходится именно на эти компетенции. Дальше критическое мышление, креативность, компетенция управления людьми, навыки координации, взаимодействия, эмоциональный интеллект, способность управлять эмоциями других людей в целях решения практических задач. Дальше суждение и принятие решений, клиентоориентированность, умение вести переговоры и когнитивная гибкость, умение переключаться с одной мысли на другую, обдумывать несколько вещей одновременно. То есть вот это все те умения, которые, наверное, сегодня необходимы разным специалистам, как я уже сказала, в том числе и специалистам, работающим в школьных библиотеках. Ну и вот сегодня, когда мы говорим о тех компетенциях, которые мы, собственно, требуем от своих выпускников, и, собственно, с этими умениями и навыками специалисты приходят в библиотеку. Этими умениями и навыками должны располагать, обладать специалисты, работающие в библиотеках. Их можно разделить на 3 основных составляющих. Сегодня это требования нашего образовательного стандарта в области библиотечной информационной деятельности и вообще любых образовательных стандартов. Это универсальные компетенции, общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции. Вот что касается нашего библиотечного образования, сегодня действует стандарт, который был утвержден в 2016 году, но вот уже в январе 2018 года, собственно, принят новый стандарт. И сейчас мы перестраиваем свою, опять-таки, образовательную деятельность в соответствии с этим новым образовательным стандартом. Пока еще вот выпускаем специалистам по стандарту предыдущему, но уже вот новых специалистов будем ориентировать на новый стандарт. Так вот, согласно вот этому новому стандарту, выбираются, опять-таки, вот эти универсальные компетенции, общепрофессиональные компетенции и профессиональные компетенции. К числу универсальных компетенций отнесено 7. Опять-таки, вот мы видим перекличку с теми 10 компетенциями, которые я обозначала в начале. Это системное критическое мышление, это проектная деятельность. Сегодня это очень актуально, и во все учебные курсы специалистов введены основы проектной деятельности. Сегодня защищают студенты выпускные квалификационные работы, будь то очная группа или заочная, и, как правило, к выпускным квалификационным работам прикладываются проекты уже, да, подготовленные к защите. Это, конечно же, командная работа и лидерство. Мы понимаем, что сегодня специалист, работающий в библиотеке, не всегда, конечно же, в действительности это так происходит, но это человек, который может объединить работу специалистов, да, занятых в образовательной деятельности, работающих в школе. Поэтому, конечно же, вот лидерство и командная работа – это одно из тех универсальных компетенций, которые здесь обозначено. Это, конечно же, коммуникация. Без коммуникации библиотеку представить невозможно. Это межкультурное взаимодействие. Это, конечно же, саморазвитие. Мы сегодня понимаем, что процесс обучения не заканчивается только на университетской ступени. И это разнообразные курсы повышения квалификации, да, это саморазвитие в течение всей жизни. Ну и, конечно, вот это еще безопасность жизнедеятельности. Сегодня библиотеки наполнены разнообразной техникой, и поэтому мы, конечно, понимаем, что эта компетенция будет прописана как универсальная. Ну и вот к числу общепрофессиональных компетенций сегодня вот отнесены следующие. Это профессионализация, это информационная культура, это профессиональная этика и государственная культурная политика. Что же касается профессиональной компетенции, в новом образовательном стандарте мы видим, что они таким образом обозначены, что учебные заведения, занимаясь, да, вот этой обучающей деятельностью, могут самостоятельно формировать профессиональные компетенции. Но вот в данном случае я, конечно же, сориентировалась на наш
стандарт, который действует сегодня. Мы, собственно, на эти профессиональные компетенции ориентируем своих выпускников, специалистов, которые потом придут в разные библиотеки, в том числе в школьные библиотеки. Но если вот пробежаться по этим профессиональным компетенциям, их 36, они располагаются по следующим блокам. Это научно-исследовательская и методическая деятельность. Я не буду сейчас все эти зачитывать пункты, можно увидеть их на экране. Это разнообразные исследования, которым должны быть готовы библиотекари, в том числе это проведение психолого-педагогических, маркетинговых исследований, социологических исследований. Это, вот еще вернусь, это способность сопровождать, да, разнообразные проекты, не обязательно это будут школьные проекты. Второе направление – это информационно-аналитическая деятельность. Собственно, это то, к чему готовят специалистов в области библиотечной информационной деятельности. И большая часть курсов, она касается либо информационной составляющей, либо аналитической составляющей. На это ориентированы те учебные дисциплины, которые вот наши студенты слушают. Это, конечно же, организационно-управленческая деятельность. Сегодня это тоже очень важно. Это готовность к социальному партнерству, это способность, опять-таки, к анализу управленческой деятельности, способность управлять профессиональными инновациями. Опять-таки, это все непросто, но, опять-таки, с этими компетенциями наши студенты тоже знакомятся. Отдельным направлением вынесена, опять-таки, проектная деятельность. Я сегодня уже об этом говорила. Большой блок – это психолого-педагогическая деятельность. Это очень актуально как раз-таки для специалистов, работающих в школьных библиотеках, вне зависимости от того, кто приходит обучаться. Если это заочное отделение, специалисты из муниципальных библиотек или из школьных библиотек, есть такой вот большой блок во всех учебных планах. Это психолого-педагогическая деятельность. Это знакомство с такими дисциплинами, как библиотечная педагогика, просто педагогика, психология, педагогика детского и юношеского чтения, это социология чтения. Поэтому, конечно же, специалистам, работающим в библиотеках, все эти курсы будут очень необходимы. И последний блок в профессиональных компетенциях – это технологическая деятельность, это, собственно, знакомство с теми технологиями библиотечной информационной деятельности, на которых основана деятельность любой библиотеки. Вот, то есть вот получается, вот это те профессиональные компетенции, с которыми знакомятся специалисты. Ну и, конечно же, любая профессиональная компетенция сегодня, которая обозначена в образовательных стандартах, в образовательном стандарте, в том числе по библиотечной информационной деятельности, она связана с трудовыми функциями. Да? Невозможно, наверное, оторвать вот две вот этих составляющих. Сегодня профессиональный стандарт специалиста в области библиотечной информационной деятельности, специалиста, педагога, библиотекаря не утвержден, но есть разработка, да, вот этого профессионального стандарта. И, конечно, мы, анализируя этот профстандарт, видим, что все те компетенции универсальные, общепрофессиональные и профессиональные, они тесным образом связаны с вот этими трудовыми функциями, да, которые предъявляются к специалисту, уже работающими в библиотеке, да, в библиотеках разного уровня. Поэтому вот такое небольшое выступление мое, я, конечно, призываю, чтобы все школьные библиотеки, да, были ориентированы уже на новые подходы, которые предъявляет к нам наша сегодняшняя жизнь. Ну, а специалисты, работающие в библиотеках, знали, что вот мы сегодня готовы поддержать, готовы сориентировать на новые подходы в рамках высшего учебного заведения и того направления, которое университет сегодня реализует. Наверное. Спасибо. А по новому стандарту Мы по новому стандарту, да, мы сейчас как раз вот переводим наши учебные планы. Если в следующий год мы не набираем первый курс, решили немножко приостановиться, поскольку вот как-то с трудом набрали группу в прошлом году и обращались в том числе к школьным библиотекарям и призывали прийти, но как-то не более как-то активно реагируют на эти все наши призывы. Решили передохнуть, в этом году набора не будет на заочное отделение, через год снова набираем, не на заочников.
обучение позволяет работающим людям повысить свою квалификацию, поэтому я думаю, что это вполне возможно. Тем более, понимаю, что всего 25% у нас имеет библиотечное образование, а высшее образование, не знаю, Елена Витальевна говорила, по-моему, 3% только с высшим библиотечным образованием. Это совсем немного. Я 2 года назад ездила на учебно-методический совет в Москве, проходил, и сегодня говорят о том, что, конечно, специалисты, работающие в школе, в библиотеках, это к ним предъявляются более жесткие даже требования, чем к специалистам, работающим в муниципальных библиотеках. Потому что специалист, работающий в библиотеке, как правило, не остается один на один с коллективом школьным, с ребенком. Там не целый спектр специалистов, которые каждый отвечает за свою область, а он один во всех лицах. Поэтому сегодня говорят о том, что даже не бакалаврское образование, а магистратура требуется для специалистов, работающих в школьных библиотеках. То есть это более жесткие требования, более высокие требования. Поэтому, конечно, это не очень хорошая ситуация, когда 3% ставят библиотечным высшим образованием. С педагогическим образованием достаточно много специалистов. Да, это тоже закрывает часть проблем, поэтому, потому что они как раз вот этот блок. Я не вижу вопросов в чате пока, да? Я их не вижу. Не видим, нет, вроде бы все. Потому сюда сядете, удобнее. Да. Так, у нас там, мы говорили еще в одном вопросе, да, хотели пообсуждать пока концепцию школьных, да, информационно-библиотечных центров, но решили все-таки вынести это на отдельное мероприятие, потому что не так давно у нас появился новый документ российский, да, это дорожная карта по реализации концепции, да, и мы решили, что, наверное, на нем мы ознакомимся, и с ним мы познакомимся отдельно, специально, да, чтобы уже, потому что времени достаточно много, да, этот вебинар все-таки достаточно сложно смотреть, да, в длительный период времени. Так, вот, ну, пока не вижу вопросов в чате, коллеги, прошу прощения, если я их не вижу, но вроде как пока нет. У коллег, которые здесь сидят, да, есть вопросы. Пока можем. Потому что мы как раз сейчас работаем вместе с Еленой Витальевной над результатами мониторинга, да, и которые как раз... Возможно, ваши предложения какие-то будут очень важны. У нас была принята своя дорожная карта по развитию информационно-библиотечных центров. И нам очень важно услышать мнение вас, поэтому мы провели вот такую несколько вот рабочую такую встречу, да, потому чтобы услышать и вас вторую сторону, и уже потом полную такой аналитический доклад представить. Вот такой вопрос. Есть ли предписание, как часто сотрудники школьных библиотек участвуют вообще в проектах, связанных с привлечением денежных средств? У нас пока на уровне республики, в общем-то, возможностей было не так много. У нас был проект ЦПРО-24, да, несколько лет назад, по нему у нас несколько школьных библиотек, когда в нем участвовали, но там специфика была такая достаточно, да, то есть у нас определенные рамки поставили по самому проекту, не совсем то, что мы планировали изначально этот проект вести. Вот, поэтому и вот больше, пожалуй, пока нет. И вот сейчас, который в этом году стартовал проект, там несколько заявились, но вот... У нас результаты есть его или пока там, нет? Пока результатов нет, там есть несколько школ от Республики Коми, которые допущены к участию в конкурсном отборе, но пройдут ли они по результатам конкурсного отбора? Там как раз тоже библиотеки, по-моему, там тоже проекты задействованы, да, но вот пройдут ли конкурсный отбор, мы пока не знаем. Но пока у нас, да, платформа для них, это вот федеральные целевые программы. Говорим коллегам, все время привлекаем, участвуйте. В общем-то, надо проекты такие разрабатывать, потому что других пока вариантов возможно, появятся свои республиканские какие-то, да, когда мы тут немножко... Да, то есть нам надо понять, по каким ориентирам мы ничего еще не могу в этом направлении. Вот. Поэтому... А по поводу формирования тех же информационно-библиотечных центров, мы понимаем, да, что без определенных материальных каких-то вливаний работы нет, да, но кое-какие вещи, вот, опыт коллег других регионов, да, мы уже тоже смотрели, рассматривали, возможно, попробуем даже организовать где-то подключение с другими регионами, у которых есть неплохой опыт в этом направлении, вот, сотрудничали, и, в общем, дополнительно тогда попробуем что-то, не показали свой опыт, посмотрели. И, не знаю, недавно было всероссийское еще одно совещание, да, в области, в Воронежской области, да, никто не подключался, не учитывали. Смотрите, опыт Воронежской области тоже очень интересный, можно на портале, это было на портале ФИНЦ можно будет посмотреть.
федеральном информационно-методическом, они выкладывают обычно в общем-то, эти данные. Вот, и представители из Ушинской библиотеки, имени Ушинского там тоже опять же выступали. Вот, опыт, который может в других регионах, но они тоже в основном своем старались за счет федеральных каких-то проектов привлечь. Это в основном характерно для всех практически субъектов, это львиная доля, это привлечение федеральных средств. Даже вот когда мы были на совещании в городе Москве, там 90% это средства федерального бюджета. Надо организовать какой-то семинар по вот этим проектам, возможностям. Я думаю, что это хороший такой вот для всех. Потом вот мы, зная опыт наших муниципальных, национальных библиотек, они ведь тоже все вот эти ремонтные работы, модернизацию осуществили за счет проектов. Что юношеская библиотека, что детская. Как они преобразовались? Это же проекты. И республиканские, пусть там небольшие деньги, но все равно это привлечение. Вы предлагаете еще в том числе и использовать возможности культуры, да? В том плане, что где могут... Нет, просто как опыт того, что... Ну, как опыт. Потому что там ведь вот эти проекты проходят, а школьные библиотеки, они как-то остаются вне вот этой зоны. Мы даже просто, наверное, не знаем, какие там вот возможности есть. И раз человек ни разу не пробовал такой проект заявлять, а как он, мне кажется, он не знает, как это сделать. Ну, есть вопросы еще? У меня есть вопросы, потом уже так, в частном порядке. Ну, мы тогда, я думаю, на сегодня наше очередное собрание Республиканского методического объединения будем завершать. Да, если будут еще вопросы, пишите. В общем-то, это не значит, что собрание мы закрыли, да, и вопросы больше не обсуждаем. Появляются вопросы, пишите. Надеюсь, те коллеги, которые не смогли поприсутствовать, потом трансляцию у нас, как всегда, да, все наши мероприятия можно посмотреть в видеозале на сайте института, да, даже те, кто не смог вовремя подключиться, в общем-то, возможность такая есть. Так, все, всем большое спасибо за работу. Ну и до следующей встречи. Думаю, что еще одно собрание мы запланируем, может быть, где-то в июне. Последнее, итоговое. И, да, кстати, чуть не забыла, как раз хотела сказать. Вот ваш опыт, если вы желаете какой-то свой представить, можно будет это сделать, наверное, вот на нашем этом последнем итоговом в июне мероприятии. Ну, если есть такое, спасибо. Все. Так. Хотела с кем-то я еще поговорить. А можно сейчас спросить? Да, конечно. Когда выйдет перечень учебников федеральных? Федеральный перечень учебников, который старый. Регулярно. Нет, он старый. У нас вот сейчас много учебников, до сих пор обещали в прошлом году новый перечень. Ну, В пока этом не году. будет, Пока изменение уровня федерации он не принят. Пока вы можете воспользоваться тем документом, которые есть. Вот для своего опыта, да, потому что когда тоже пришлось где-то столкнуться, поискать со всеми изменениями, потому что понятно, что выходят новые приказы, да, отдельными вот этими блоками. На портале «Консультантам Плюс», если пользуется кто-то, если установлена указательных организаций, я не знаю, кстати, эта информация вполне возможно просто в онлайн есть. Если открывать «Консультант Плюс», у них этот федеральный перечень есть, со всеми они туда вносят все изменения, все приказы, которые вышли где-то в июле, вот, да, что-то новые учебники, что-то извлекается, да, что-то добавляется туда, они обновляют этот перечень. Дело в том, что у нас проблема стоит в том, что нам надо заказывать учебники, а мы не можем, потому что нет перечня. Говорят, ждите. Потому что У нас время уходит. Коллеги, на сегодняшний день перечень есть. Перечень Ну, там очень много учебников. Ну, вы понимаете, летом исключают, когда мы заказали учебники, через где-то какое-то время исключают из перечня учебники. Про многие И про географию в том числе. Понимаете, мы заказали, их исключают, и что делать? Нас ставят такие рамки. Поднимает республика этот вопрос. Мы почему вот здесь собрали школьные библиотекари, для нас это очень актуально. Почему для нас даже не так актуально может быть вот эти проекты и так далее. Да, мы сидим, мы нищие, но учебники мы не знаем, что делать. Мы библиотекари, администрация школ и учителя, география, история России. Очень много. У нас нету средств, как говорится, а потом Вот, зачем? Мы просто закупили, у нас история России, всего лишь
всеобщая 9 история. класс, да, Всеобщая вообще история. проблема. Что будем делать? Вообще мы не знаем сейчас, что делать. Ее нет в перечне. Мы, например, только первый Так, всеобщая Всеобщая история. история, нет Понимаете, перечни и учебников нет. Поменялись Что у них делать? как-то века. Например, вот мы переходим на ВУЗы. 8 класс мы Да. закупаем, а 8 класс всеобщей истории буквально месяц назад ее еще не было. А мы уже должны вот закупиться. У нас всё. время идет. Да. Что нам делать? Точно так же Сейчас по география. просвещению делали заказ по всеобщей истории, истории России. И все нормально? Все учебники мы включили. Они не совпадают. Они не века. совпадают. Века не Не совпадают. совпадают учителя. Вот 8 класс идет история России, Тарпунов в 2 частях, 9 все нормально, а к ним всеобщая история по векам не совпадает. У вас Юдовская там? Еще мы пока мы только Да? приходим, и я не знаю вообще, что делать. Мы уже и сюда приходили, вот я. Мы ведь приходим, технологический и эту лицей. проблему никто не решает Да. уже сколько? Второй год. Они не Висит совпадают, в воздухе. не совпадают века. И что делают школы? Школы берут 8 классу, выдают 7, у кого есть возможность, есть 7 класс. Что делать те, которых только с 8, например, вот мы, или там другие, и как мы же не можем обеспечить таким количеством? Не совпадает века. Тарпунов 8 класс и та история, которая предлагается. 8-классникам всеобщая. Понятно. И никому дела нет. Начинается да. с другого периода. Да. А вот география, География, 9 класс, 9 класс. вышла из федерального перечня, но у нас 9 класс, последний год уже идет по ФК ГОСам-то этим. Ну не можем, зачем нам какие-то учебники, другие деньги тратить, мы по ним и будем учить, но это нарушение. Это же нарушение идет, вот в чем дело. Смотрите, на сегодняшний день эти вопросы задавали. И муниципальным органам управления образованием мы давали следующее разъяснение, что если из вашей предметной линии на уровне, допустим, с 5 по 9 класс, уровень основного общеобразования, учебник выпал в середине уровня с федеральным перечнем учебников, то вы завершаете эту предметную линию, а уже вновь, У нас который нет набираете. документа, подтверждающего ваши слова. И проверка любая. Конечно, его как плотный У нас нет документа. Подождите, вот вы так Они говорите. потом будут переходить обратно на старые. Коллеги, скажите, на сегодняшний день кого за это заказала проверка? Ну, вот у нас сейчас будет проверка. И неизвестно, что На будет сегодняшний после день проверки. у нас была проверка Директор муниципальная попадает. с управления образования город Сыктывкар, и мне сделали замечание по 9 классу вот этого учебника, что мы не обеспечили стопроцентное, обеспеченность учебника, так как этот учебник выпал уже. Но эта проблема, она есть, и она существует. Да, Несколько она лет существует. ведь, да, постоянно Нет, существует. Нет, почему? 9 класс летом, ушел, когда в мы этом учебники году, уже летом. заказали, летом вот в 17 году Он выпал ушел. из федерального перечня. На каком основании, кто это вот свыше спускает? Смотрите, на сегодняшний день федеральный перечень учебников не мы формируем, мы вообще влияние. Ну понятно, что не вы никто формируете, но не кому вопросы формирует. задавать? Вот собрались, мы специально вот приехали из-за этого. Нас Очень беспокоит. много Ну, учебников. Да, нет никаких разъяснений. Проблемы с учебниками. На сегодняшний Там. день 6 апреля было совещание в режиме видеоконференц-связи. Заместитель министра 6 апреля озвучила информацию о том, что на 18-19 учебный год мы будем заниматься с тем федеральным перечнем учебников, которые есть. Да, он просто... Ну оттуда исключены очень Ну много они же учебников. исключают. Вот Да, неизвестно, да, что до сейчас в этом какого году года? опять что-нибудь исключат, и что мы закажем учебники, и опять потом... С историей Ну, скажем, до очень лета, плачевно. 16, до лета, там, скажем, 18-го года, там еще прямо срок И указан. на сегодняшний день же министерство тоже формирует централизованный заказ. И мы также И- заказываем эти учебники. Они формируют посвящение, все, нам дают часть, остальную часть мы должны сами закупать. В прошлом Потом году будут вы и восьмой на класс, и 8 класс новый покупали предмет, ментана, граф и графа. Ну, Покупали, география, покупали. физика, все. Да. Больше Да, пока да, нет да, ничего, да, все. Да, частично. А мы русское покупали. слово почему не обеспечили? Русское слово, потому что средства, которые предусмотрены, у нас вот частично. Мы Конечно, согласны это- купить сами, согласны учебное Да, заведение, что чтобы покупать. показать организацию. Мы не Проблема, знаем, что что покупать. покупать. Нет, учебника нет. И мы не знаем, что покупать. На 8 класс вообще действительно эта история у Это, нас вы юдовская, знаете, да? Учитель ко мне приходит и говорит, это учитель. А вот я сейчас с этим столкнулась, я не знаю, Ну, что делать. Если вы школы, я не учитель с 8 класса, вообще не знаю, если вы хоть старый дадите 7 класса. Нет, я им дам А я 8 вообще класса. не завершаю. А вот история, которая придет, я ей дам
которая внутри да, уровня, это можно. с Министерства образования какое-то Да, письмо это- разъяснение, чтобы не было вот потом претензий Да, к проверяющим да, да. органам. Вот именно нам Да, надо какая-то документ бумага. на руки, на руки. Нет, вот это предложение можно, что мы можем направить письмо о том, что если это внутри уровня, то нужно завершить эту Линия должна быть завершена, да, и это не будет Потому что нарушением, есть исключения, участники, которые которые исключены, да, но мы знают, по ним что доучиваемся. Да. Точно так же, как по программам была же такая проблема, говорили о том, что если класс должен завершить линию того же Баласа, да, Нет, который было знает, письмо, ему можно да, завершить. Так у нас вот насчет этого как раз на 4 класс еще будет вот этот Завершить мы еще имеем будет право, учиться. в течение Хотя 5 лет мы года имеем уже право. вышли из этого. Но у нас Ну, сейчас, Нет, там да. тоже Да, какой-то у нас Ну, закон. сейчас в ответном виде сказали, не имеете права, но у нас еще 4 класс должен да, учиться. да, Вот сейчас да, 3 да, учится, прямо, да, еще да. год должен До учиться. 18, до Надо 17, до учиться. 19. Ну и вот на счет Да, этого, потому что надо любая проверка нам же так надает по шагу. Значит, нам нужно как-то на уровне министерства, да, вот это разрешительное письмо какое-то, чтобы у людей не Нет, было письмо проблем. может быть, Да. да, письмо может Чтобы быть. было на что опираться, положить какой-то документ, Да, и да. проверяющий Никакого орган. письма. Вы понимаете, что документ вы ладно, вы Да. нам поможете, придет документ. Но что сделать, как выдать учебники, как заказать? Вот историю как заказать, если века не совпадают? Что учитель, то что нам делать? Мы же не можем заказать, скажем, с 7 класса учебник, если мы начинаем только с 8, вот мы в лицее учить. А совпадает история России всеобщая с 7 классом. Нам никто не разрешит, а учебника до сих пор нет. Географии нет вот сейчас. Но мы закончим ее там, но у кого-то кто уже закончил, у кого-то старый учитель, скажем, которому уже 10 лет, который уже все. Из чего начать новый учебный год? Это просто проблема, ее никто не... Вот мы-то сегодня, я понимаю, что тут хорошие вопросы, там мониторинг прошел, и да, нам надо стремиться к хорошему, это все правильно, вектор выстраивать новые учебники у нас просто, а мы школьные библиотекари, мы вот на учебниках просто... Потом Юлия Анатольевна Борисма, до сих пор там мы инвентаризацию делаем по старому федеральному перечню, не действующему уже. Нет, они объявляли. Нет, каждый год же мы ежегодно делаем в июне месяце. Перечень, который уже устарел, не действующий он. И вы знаете, там потом получается по этому списку огромный список учебников. Да, невозможно даже там делать вывод, итог делать отдельно по учебнику. Можно там поменять вот этот федеральный перечень. Да. Но не тот старый же каждый год, и это нет смысла, как говорится. Я понимаю, хотят, наверное, тоже учебник, как говорят, единый учебник сделать, или хотя бы что-то к этому, да, это хорошо, да, это было бы отлично для Потому что нас. тоже уже 2 года разговоры. Да, Даже да. документов нету, а если коллеги нет документов, мы ведь вам тоже Мы не можем понимаем, дать. что где-то там наверху, наверное, у них свои интересы финансовые Ну да, решают, да, на мы самом это деле, понимаем, очень но денежные. мы не знаем вообще, что просто делать. Так же точно обществознание. Например, нам нужен углубленный уровень был для каких-то элективных курсов. И история углубленка. Она, смотрю, она вся убрана, вся просто в красном. Вот я выходила. Но я, правда, не смотрела. Вот, надо выйти еще раз. Обществознание есть углубленный уровень. Так и республиканские пилотные площадки тоже. Что-то много сейчас было. Я в учительский портал или куда-то выходила, там федеральный уровень был. Это что-то все красным, там, не знаю, надо Вы еще дадите посмотреть. консультант, пусть посмотрите, Консультант они, плюс надо они посмотреть. правильно, они прямо вот как входит новый приказ, они сразу вносят туда правки. И у них там есть кнопочка сравнить с предыдущей редакцией, чтобы ну, вот, увидеть, где что изменения какие. А получать высшее образование в школьной библиотеке, беда, они школьных библиотекарей будут уходить. Вот Да. с той нагрузкой, которая сейчас спала в отчетности, плюс добавилось и то, просто вот старики И могут сравнив уйти. с окладом вот Да. с этим, с И требованием, это вообще... молодежь не уйдет, будут они идти. приходят и уходят. Вот Коллеги, когда идет библиотекарь должность, да, вот в библиотеке в школе, не заведующий, да, допустим, не педагог библиотекарь, а просто библиотекарь, оклад идет по приказу Минкультуры. я вот не знаю. У школьных библиотекарей никаких Минкультуров нету. Там А у идет нас вот в школьных библиотекарях нет должности библиотекаря. Они могут ориентироваться только на... ну потому что по перечень одному у нас специальностей. идет один библиотекарь в большинстве школ, да? В большинстве. Да. Значит, заведующая, все, потому что Нет, должность. библиотекари могут
ну, 1200. Конечно, там, наверное, положено Ну, 2 там ставки, да, может, две 1,5, ставки, да, да. 2 ставки. Но иногда библиотека берет на себя все, это старые, которые, ну, я так в кавычках, потому что они уже в этом варятся, они пришли, они вот с этого начали, и к ним уже привыкли дети, администрация, школа, все. Как только уходит библиотекарь со стажем и приходит молодой специалист, беда, он не может справиться с этим объемом работы, он не может справиться, да. И они будут, не зная, как, что тут делать, повышать заработную плату, я понимаю, что не будут все равно повышать, ну, может, как-то, да. И А потом вот эти стат-отчеты, которыми засыпают буквально, да, это вообще, вот эти мониторинги все, это ужас. Только понятно, не знаешь, что делать-то. Где специалисты, которые к нам придут обучаться? Не пойдет, у нас вот сейчас пришла девушка молодая в школу, и вот она, наверное, говорит, придет, хотя специалист библиотекарь, потому что тот объем, который нам на 1200 детей, и вот то, что было наработано, ну вот те, кто специалисты. По старому письму-то, которое было раньше, сейчас оно вообще не действует, не действует, не помню, при каком количестве библиотекаря требуется в школе. Сейчас скажу, раньше было, значит, 14 классов комплектов, дают вторую ставку. Нет, при 14 классов одна ставка, 20, по-моему, 21 или 27, 27 ставки. При 14 классах ставка идет, ниже. Если 12 классов комплектов, уже 0,5 Получается, на уровне каждого 14. Нет, 14 классов комплектов. Это ставка. Если 13, уже 0,5. Да, 13 5 ставки. Это было, да. Администрации. А по-моему, 27 классов, там уже 2 Но ставки. денег нет. Да, но смотрение администрации, Ну, то есть нам, во-первых, конечно, надо сейчас руководителей. Но все равно надо с них работать. с этими классными комплектами, с этими ставками что-то надо решить. Директора не понимают, где они деньги возьмут, директора. Ну, тоже вопрос, да. Вот в чем дело. Они-то все Стимулирующие им не дают, они никому не относятся. Ни культуре, ни это никому. Я вообще по должностям говорю, у меня этот вопрос очень давно. Но все равно надо что-то уже решить. Потому что у нас нет по сфере образования, у нас нет даже пустое место, найдут специалисты. Она есть только в уровне сфере. Ну, у нас нет, наверное, библиотекарей, получается. Есть может, не знаю, может, неправильно просто мониторинг. Конечно, не знаю, Потому что там, между прочим, мы разбирались с директором в этом мониторинге, перечеркнули 10 раз, не очень там понятно еще Есть было. вопросы, я уже поняла, да, что там есть моменты, которые не очень А их через случай Олимпиада будут у вас, да? Да, конечно, они потом будут, у нас выйдет доклад, конечно, по итогам Потому что мониторинга, некоторые потом вопросы, да, и начальникам управления. надо посмотреть, конечно. что люди уж перезванивали, спрашивали и так далее. Вот так вот искали. Такие сложные получили, Да, некоторые. уже поняли потом. Ну что, а так? Ну будут работать, конечно, школа не останется без библиотекаря, но просто вот специалист. Курсы ожидаются библиотекарей? Да, у нас сейчас запланировали курсы с 21 марта. Знаете ситуация, когда у нас На 54, по-моему, физкультура часа параллельно Да, вообще. И будет такое. Позанимался с детьми, побежал С 21 марта. Информация на сайте есть. Если наше поколение уйдет, действительно, это сложно, да? Мы когда-то перестаем работать, и очень сложно ведь. Наверное, 2 недели, тогда надо посмотреть, не будет точно. Может, все это изменится к лучшему, придут молодые. Нет, ну, есть, понимаете, есть на уровне федерации, На такие оплаты не пойдут. А сейчас вот на уши в библиотеку, да, повесили вроде как, они должны какой-то норматив в течение буквально, ну вот говорю, вот потом отдельным вебинаром подключимся, да, посмотрим, потому что там, в принципе, достаточно много изменений, как бы предполагается, да, и нормативку новую они по школьной библиотеке должны разработать, на них это возложили, да, как на методический центр сопровождающий. Но, по крайней мере, появился этот документ, потому что, помните, когда в 2016 году вышла концепция, да, к нему прикрепили документ, вроде как дорожная карта, и потом он исчез, этот документ. С тех пор, вот, ну, даже те же специалисты из Ушинской говорят, мы 25 таких документов уже видели, которые вот уже потом, по крайней мере, не вывешивали, да, но они вот в работе были. Сейчас приняли документ, новую дорожную карту приняли, она, конечно, несовершенно далеко, там еще много таких не очень четких формулировок, да, но вот 22 февраля она принята, эта дорожная карта.
Вот. И там достаточно много таких направлений, которые на тоже библиотеку Ушинского, на Минобразование, в общем-то, возложено. Вот. Поэтому, дай бог, может быть, какие-то... Компетенции вот сейчас смотрела, да, конечно. Вы смотрите, что там, да какой там специалист с этим совсем справится. Там действительно нужен специалист, Профессор. Да, профессор, да. А то, что там работа вот у нас, вот это вот, на самом простом уровне, вот учебники, да, и выдача и так далее, вот это все. Конечно, библиотеки Маршака, библиотека национальная, они, конечно, да. Вас пугают, работа сложная, библиотечный фонд. А те компетенции, которые там заявлены, вы же работаете с этим. Все это есть у вас довольно. Просто много появилось слов новых, страшных, которые пугают. Да. А на самом деле вы ведь ведете эту работу. И большинство библиотекарей работают. Ну, ведь даже работает и... Данный мониторинг ведь показывает, что у нас, в принципе, участие в профессиональных конкурсах, да, очень на хорошем уровне. То есть та работа, которая проводится, большой пласт работы, неурочной деятельности. Да. Тут вот такие очень твердые позиции. Неравнодушные да, библиотекари, очень конечно, энергичные, неравнодушные, работают, которые с детьми куда-то. А то, что надо показывать. То, что связано с федеральным перечнем учебников, мы также ведь разделяем, коллеги, с вами, ну вот все вопросы, у нас же точно такая же проблема, когда мы формируем вот этот заказ, точно такая же проблема, а ответов нет, понимаете? Все равно какой-то документ должен быть, потому что я говорю, как эти, даже наше же министерство, которое нам поставляет, тут же приезжает проверки и на нас тянут. Мы виноваты. Мы виноваты. Контроль. Они пальчиком тыкают, как должно быть. Ну, господи, ну сами же. Тут там не дадут, тут там что-то... Хотя бы эту проблему надо попробовать снять, чтобы с нашего это отдела по контролю надзору, да, хотя бы чтобы да, у вас проблемы снять, а помочь с формированием самого перечня, вы понимаете, мы понимаем, что министерство составляет заказы, что тоже это проблематично. Это же деньги, которые идут потом неизвестно куда, да, и тратить не на то, что надо. Поэтому мы оттуда, как бы, если положение, мы оттуда можем брать. Спасибо большое. У вас флешка слышно, да? Флешки нет, флешку не отдам. Скинули. Сейчас, секундочку, я сейчас нужно дать. Так, где? А где? Вот это, да, компетентный, вот это? Да. Так, сейчас я себе скину на сетку. Да, и тебе потом... И потом тоже Потом Вайбере кину, да. Я еще хотела с вами на пару минут. Да, с вами потом. Я сейчас с Еленой Михайловной переговорю, да, и 2 минуты буквально отпущу человека, да, и тогда это сейчас есть вопрос просто общий. Юлия Анатольевна, неужели больше не будут выделять деньги на пилотную площадку, республиканское обучение? У нас общий объем финансирования. Да, я понимаю, но да, хорошо. Мы тогда закажем дадим на республиканские пилотные площадки. Вам тогда пойдет, допустим, 4 наименования учебников, а 2. То есть, понимаете, то есть тут или так, или так. А по общей картине она будет все равно каждый день постоянно меня называют школой. Вот это уклонская школа, 20 штук школы. И более чем нужна проверка. Переходим мы на обычные традиционные учебники. ЧАУ учебниками берем, традиционные учебники, федеральные выделяются деньги. Не надо выключать, сколько из учебных учебников, да, есть федеральные конечно. Ну, если нет, что теперь с ним сделать? Это проблема не новая. То есть, от того, что решать учебник, постоянно включать этот процесс, постоянно. Закупаешь учебник, прошло 3 года, бога включили опять нужно. Музыка или искусство, или восьмом классе тоже нет учебника. Ну, сейчас будут проверять, Межбиблиотечного кабинета соберитесь, других образовательных. да, это же новые учебники по-гроссовски, они же пилотные площадки, пилотные на один год пошли. Она платная библиотека. Даже национальная библиотека мы уже видели, и выделяют потом деньги, но там чаще покупают. Там есть кто-то, кто бесплатно перешли на учебник, классика, вот так вот, бесплатно. Поэтому да, а то, что новая школа литература, та, которая
Обмен предметов у нас хорошо работает, но То есть новое издательство. да, именно вот Может быть, они действительно нужны, я не до этого. Вот видите, получается, что те, кто использует издательство просвещения, будут мы это берем из других школ, но тоже не удовольствие, что у них есть, если не есть, да. А это именно вот республиканские пилотные площадки, они перешли на полностью на учебники металлизации. Вот у нас полностью. Да, конечно, висит проект. Значит, что Понятно, что эти деньги я уже говорю, хотя бы, наверное, вам скажут, с Китаем просто Ну, как сейчас ноутбук очень более рабочий. да. Здорово, Василий, ты выше. Не каждый день звонят, постоянно говорим, что читайте. Она так-то вообще... Обещали министерство. я вам скину тогда Лугин Полония, очень пока. Я уже могу сказала. Где-то моя ушла. Я уже не знаю, там, правда, кому не скину. У нас ребята даже говорят, что нам не на что. Спасибо, очень интересная информация. Так, ну, на всякий случай, чтобы у вас информация была очень